Пройти полосу препятствий и не упасть, забить гол в ворота противника и научиться спасению на воде. Организаторы пляжного фестиваля подготовили для школьников насыщенную программу. Командам по очереди предлагают пройти несколько станций. Пока одни играют в пляжный футбол, другие в прохладном теньке пробуют свои силы в туристском квесте. Последний пункт самый важный – мастер-класс от спасателей. Именно на этом этапе мы ребятам хотели показать и рассказать, как нужно вести себя на воде. Во время отдыха на пляже дети расслабляются, отдыхают и во многом о своей безопасности забывают. Сотрудники Всероссийского общества спасения на водах проводят инструктаж и рассказывают о главных помощниках спасателей – круге и так называемом конце Александрова. После вовлекают в эстафету. Подростки отрабатывают броски спас-средств на меткость. В этот раз сильнейших определять не будут. Фестиваль – возможность весело провести время в компании друзей. Тут на улице так, ветер еще дует, так, когда жары не ощущается, но лето чувствуется в Сыктывкаре. Первый раз на Сыктывкаре пляже, но мне очень понравилось, потому что очень хорошая атмосфера, все веселятся, радуются. Да, все так благоустроено, мне очень понравилось. Организаторы отмечают, в пору отпусков собрать участников фестиваля труда не составило. Дети рады провести время активно. В столице Коми, кстати, и так создано огромное множество форм отдыха для школьников. Учреждения делают все, чтобы досуг детей был содержательным и безопасным. Вот недавно прошел фестиваль дворовых команд. Спартакиада по 8 видам спорта летняя была проведена. Все работают дома культуры, учреждения культуры, библиотеки. Разработаны специальные летние программы «Нескучное лето библиотеки». Работают пленеры от школ искусств и так далее. К слову, решение наказывать родителей, чьи дети купаются без присмотра, в обществе спасения на водах называют категорическим. Мол, на официальном пляже Сыктывкара с этой задачей вполне справляются спасатели и патрульная служба. Родители работают, дети отдыхают. Вот. Желательно, конечно, если это группа детей, то среди них, чтобы был старший. Они же не идут все одного возраста. Все равно даже с одного двора люди идут, дети, кто-то старшие. Старшие должны брать на себя ответственность, присматривать. Ну и соблюдать правила безопасного поведения на воде. Вот. Сегодня мы раздадим всем участникам памятки по правильному безопасному поведению на воде. Ну и расскажем, как вести себя в экстренных ситуациях. Главное – купаться только в оборудованных местах. Дикие пляжи никак и не проверяются, и дно не очищается. А именно оно таит в себе много опасностей. Не стоит путать также пляжи с местами массового отдыха. В последних разрешается только загорать и просто отдыхать. А вот купаться нельзя, ведь скорость течения и наличие в воде вредных веществ превышает норму. Константин Куратов, Таисия Жакова, Роман Боровиков, телеканал Юрган, Сыктывкар.